Здравствуйте, я Шахида Якуб, и это программа «Настоящее время. Неделя». Сирийский Сталинград. Алеппо разрушается сирийской и российской авиацией. Франция обвиняет Россию в военных преступлениях и требует прекратить поддерживать президента Асада. Владимир Путин отменяет свой визит в Париж. Предложение президента Франции провести выборы в так называемых ЛНР и ДНР вызвало возмущение и недоумение в Украине. Ранние браки. Ежегодно в мире 15 миллионов девочек в возрасте до 16 лет выдаются замуж. Традиция ли это или религия? Это Алеппо. Когда-то бывшей коммерческой столицей Сирии, сейчас это эпицентр войны, продолжающейся в Сирии уже около 6 лет. Беспилотник сирийских активистов показывает восточную часть города, взятую в блокаду правительственными силами. Эту часть контролирует оппозиция. В каскадах зданий все еще живут люди. По данным ООН, их около 250 тысяч человек, которые не могут покинуть город. Практически непрекращающиеся бомбовые удары сирийской и российской авиации обрекают их на неминуемую смерть. Алеппо стал яблоком раздора между президентами России и Франции. На этой неделе Франция и Испания выдвинули проект резолюции в Совбезе ООН, запрещающий бомбардировки города Алеппо. Однако Россия наложила на него вето, воспользовавшись своим статусом постоянного члена Совета. Франция отреагировала резко. С Россией у Франции принципиальные разногласия по Сирии, а российское вето на французскую резолюцию в Совете Безопасности ООН помешало остановить бомбардировки и обеспечить перемирие. Франция настаивала, чтобы Сирия стала главным вопросом встречи президентов двух стран 19 октября. Однако Владимир Путин отменил свой визит в Париж, на что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро отреагировал так. Владимир Путин отказался приехать и поговорить о Сирии. Вот так мы расцениваем его решение. Мне очень жаль, потому что мы очень хотели поговорить о Сирии с Россией. Есть один фундаментальный момент. Мы просим Россию прекратить поддерживать режим Башара аль-Асада, вместе с которым она бомбит гражданское население Алеппо. Это наши условия для продолжения диалога. Диалога, скорее всего, ожидать не стоит, по крайней мере, в ближайшее время. Президент Путин, выступая на экономическом форуме, сказал, что французы сами во всем виноваты. Не наши партнеры должны обижаться на эту ситуацию по поводу этого вето нашего на французскую резолюцию. Это, скорее всего, мы должны обижаться. Мы ждали дальше совместной конструктивной работы и с Францией, и с другими членами Совета Безопасности. Что произошло дальше? Министр иностранных дел Франции улетел из Москвы в Вашингтон. На следующий день вышли с господином Керри, обвинили Россию во всех смертных грехах. Никто вообще не стал с нами ни о чем разговаривать и ничего обсуждать. И вбросили эту резолюцию в Совет Безопасности, явно ожидая нашего вето. Шквал обвинений на Россию посыпался также из США и Британии. Но международное возмущение на Кремль не подействовало. Скорее всего, привело к обратному. После того, как Владимир Путин отменил визит во Францию, Россия ужесточила бомбардировки Алеппо. Эти кадры отсняты медиа-центром Алеппо, оппозиционной организации. Вы видите последствия авиаударов по оппозиционным районам. Дамаск заявил, что предложил повстанцам и их семьям сложить оружие и покинуть город. Однако оппозиция это предложение отвергла. В восточной части города практически не осталось больниц. Если несколько месяцев назад жителям оппозиционных районов Алеппо еще удавалось выехать на территорию Турции и спастись, то сейчас это практически невозможно. Жители оппозиционных районов буквально заперты, окружены правительственными войсками. Доктор Махмуд Мустафа – один из руководителей группы докторов, работающих в Алеппо. Он рассказал, что единственная детская больница трижды подвергалась бомбовым ударам, и сейчас врачи вынуждены работать в подвале. Последние 2 месяца 3 раза нашу больницу бомбили. Это детская больница. Нету в этом больнице ни солдатов, только больные дети и мирные жители. Понимаете, сейчас люди боятся идти в больницу, потому что больницы всегда первое мишень режима. Сейчас она под землей. Стараемся, конечно, как сможем сохранить жизнь этих детей. Город вообще окружен, блокирован. Нет вообще возможности раненых освободить из города. Люди ждут, когда они умрут, можно так сказать. Сейчас на блокированной территории почти работает 30 врачей, не больше. Обслуживают где-то 300 тысяч мирных жителей. 20% от мирных жителей – это дети до 5 лет. 3 дня назад у нас погиб
новорожденный нуждается детскому хирургу, а в этой территории нет никакого детского хирурга. Ему надо было эвакуировать, а такого возможности нет. Ребенок погиб после 2 дня от рождения. Как я сказал, у нас, может, есть лекарства и медикаменты, могут хватать на 2 месяца, на 3 максимум. Но после этого что будет, не знаю. Да, я считаю, что это намеренно. Режимские войска, они намеренно бомбят эти больницы, потому что они не хотят, чтобы вообще в этой территории были мирные жители. Они хотят напугать людей. Они не различают между мирных и других. Они бомбят всех. Мне удалось связаться с директором этой детской больницы в Алеппо. Из соображений безопасности мы не можем показать его лицо и назвать его настоящее имя. Доктор Хатам, какая ситуация сейчас в вашей больнице? Сегодня около нашей больницы взорвалась бомба, где-то в 2 метрах от нее. Больших повреждений не было, стекла повыбивало. Но мы все равно уже последние 2,5 месяца в подвале работаем, так что никто из медработников и детей не пострадал. Сейчас у нас на лечении находится 16 малышей, 8 из них в инкубаторах. Насколько опасно сейчас для ваших коллег находиться там? Конечно, как вы сами видите, здесь очень опасно. Врачи не только работают в больницах, они в них живут. Мы целыми днями здесь. Российская авиация наносит удары по больницам. Мы видим, что они целенаправленно их бомбят. Мы находимся в постоянной опасности. Именно поэтому все оставшиеся больницы перешли работать в подвалы. И все это происходит на фоне взаимных обвинений участников переговорного процесса. И, похоже, никто пока не знает, как разрешить эту ситуацию. Между тем, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн раскритиковал Совбез ООН, обвинив его в бездействии. Совет Безопасности был не способен принять никакого решения относительно прекращения огня в Восточном Алеппо. И именно это вызывает у меня вопросы, когда мы говорим о Совете Безопасности. Чью безопасность он обеспечивает? Конечно, не безопасность жителей Алеппо. Конечно, нет. Газета «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе публиковала статью, в которой журналист Оливер Було сравнил российские бомбежки Алеппо с Грозным во время Первой и Второй чеченских войн. Как сказал в интервью нашей программе Оливер Було, в обоих случаях тактика российских властей была идентична – избегать наземную операцию, бомбить и уничтожать умеренную оппозицию. Если просто посмотрим стратегию России, стратегию Путина в отношении Алеппо, в отношении Грозного, это просто одинаково. То, что он знает, Путин сам знает, что он не может ничего делать с военными. Значит, он все через бомбы, все через ракеты, все через артиллерию. Он все так делает, чтобы убить всех, чтобы уничтожить всех оппонентов, и потом он может начинать с нуля. То есть примерно так, он просто одинаково делал в Грозном в 99-2000 году, когда он просто бомбил. Все боевики ушли оттуда, потом он их уничтожил уже в полях. Тогда в Чечне никто не реагировал на это. Сейчас, конечно, Джон Керри пытается хотя что-то делать, хотя через дипломатический путь что-то остановить. Но дело в том, что у России это не только практика уничтожить всего, но тоже очень тонко они убивают тех людей, с которыми возможно поговорить. Видим в Чечне, они убили Масхадова, они не убили Басаева. Басаева, он жил вообще очень долго, а Масхадова они очень рано убили, потому что с Масхадовым это возможно было говорить, а с Басаевым никак. Значит, они то же самое делали в Сирии, они убивают всех таких более-менее нормальных людей, чтобы единственный вариант это или Асад, или ИГИЛ. А если только ИГИЛ или Асад, с кем говорить? Конечно, с Асадом. Значит, это будет говорить с союзником России. Они то же самое делали в Чечне. А то, что самое важное, в России нету сопротивления против Путина, нету вообще политических оппонентов, в СМИ никаких слов по поводу его действий в Алеппо. Значит, он может делать что-то хочет без проблем дома. А если западное правительство какое-либо действовало, как он себя позволит, было такой массовой волны протеста на улицах. Значит, это просто невозможно представить, что Америка мог делать то, что сейчас Путин делает.
Тем временем во Франции сирийские беженцы приветствовали категоричные заявления властей этой страны по отношению к России. Герой нашего следующего сюжета бежал из Сирии в 2012 году. Домом он был известным шеф-поваром и сейчас, устроившись во Франции, занимается тем же. Подробности у моей коллеги Екатерины Бурчинецкой. Мохаммед Аль-Халди готовит традиционное сирийское блюдо – баба гануш – пасту из баклажанов. Его он научился делать еще в родном Дамаске. Там он около 20 лет трудился на лучших кухнях сирийской столицы. Теперь же Мохаммед готовит для жителей Парижа. В июне Аль-Халди угощал всех желающих бесплатно в рамках Refugee Food Festival – фестиваля, призванного познакомить парижан с кухнями стран, откуда в Европу приезжает большинство мигрантов. Я не мог сидеть дома и ждать своего шанса. Я пошел искать работу. Мне везде отказывали, потому что у меня не было документов. Но я готов был работать бесплатно. Один из социальных работников договорился о том, что я буду давать бесплатные мастер-классы в ресторане при мэрии в обмен на уроки французского. Так я провел 3 месяца. Затем я увидел в социальных сетях объявление о поиске шеф-повара-беженца для фестиваля. Я написал им. Сначала мне отказали. Тогда у меня еще не было разрешения на работу. Но спустя неделю я получил его, и мы подписали контракт в тот же день. По данным ООН, за 5 лет в ЕС запросили убежище 1,5 миллиона сирийцев. Большинство из них приняли Германия и Швеция. Франция заметно отстает. Но даже здесь к 2014 году было зарегистрировано более 250 тысяч беженцев. Аль-Халди – один из них. Его история для тысяч соотечественников будто сказка про Золушку. Но начиналась она так же, как у всех. Мохаммед покинул Сирию в 2012-м, когда в Дамаске уже шла полномасштабная гражданская война. Начали падать бомбы, всем было страшно. Кроме того, меня арестовали на 15 суток за участие в протестах, долго допрашивали. В этот момент я понял, моя семья не может больше оставаться в Сирии. Мохаммед оставил в Дамаске собственный бар, кулинарную школу и популярное шоу на местном телевидении. Он бросил все и вместе с семьей перебрался в Ливан, а затем в Египет. На этих кадрах он готовит в эфире кулинарного шоу на местном телеканале и даже не подозревает, что на пути в Европу ему еще придется голодать. Из Египта мы отправились на лодке в Италию. Мы провели в море 12 дней. На судне в 20 квадратных метров было 750 человек и никакой еды или воды. Мне самому сейчас сложно в это поверить. На этом путешествия Аль-Халди не закончились. Вместе с женой и 3 сыновьями он объехал в поисках нового дома пол Европы. Год прожил в Дании. Оттуда его попытались отправить обратно в Ливан, так как жена Мохаммеда ливанка. Аль-Халди не захотел возвращаться и, проделав долгий путь, добрался до Франции. Гордость Аль-Халди – плакат с его фотографией у Лувра и ужин в мэрии Парижа. Там для 500 гостей Мохаммед приготовил 4000 порций сирийских закусок мезе. Сейчас он работает как фрилансер. Шеф-повара-беженца приглашают на особые вечера во многие рестораны Парижа. Мохаммед говорит, что запах сирийской еды напоминает ему о родине и мечтает однажды туда вернуться. Президент Оланд на этой неделе попал в заголовки новостей не только из-за своих высказываний относительно войны в Сирии, но и войны на востоке Украины. Франция является одним из участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе вместе с США, Россией и Германией. Как сообщает агентство Рейтер, Оланд надеется, что вскоре будет согласована дорожная карта, которая определит шаги относительно возвращения Украине контроля за своей границей с Россией. Скажу откровенно, дело идет медленно. Мы должны двигаться вперед, чтобы создать политические условия для скорейшего проведения выборов на востоке Украины в соответствии с украинскими законами и международными критериями. Несмотря на отвод тяжелой техники, с 3 позиций бои между украинской армией и сепаратистами не прекращаются. Эти кадры отснял наш корреспондент в районе населенного пункта Марьинка. По сообщению Минобороны, украинские военные открывали ответный огонь. Как сообщает наш корреспондент, стрельба велась с 7 вечера до полуночи, и перестрелка в США была даже днем. Возникают серьезные вопросы относительно того, как долго продлится отвод войск и не займут ли противоборствующие стороны позиции, которые освободили их противники. Тем временем так называемые ЛНР и ДНР готовятся к выборам. Согласно Минским соглашениям, они должны были быть проведены в соответствии с украинским законодательством. Однако власти сепаратистских регионов на диалог не идут. А реакция украинцев на заявление французского президента в репортаже Марины Ступак. Выборы в зоне боевых действий в нынешней ситуации под обстрелами проводить невозможно. Об этом говорит сам участник АТО Антон Колумбет, который воевал в Донбассе еще в 2014 году и о ситуации на линии огня знает не понаслышке. Проведення виборів
Проведение выборов – это возможность гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, выбрать себе местную власть. Если на этой территории находятся вооруженные незаконные формирования, присутствуют российские наемники и присутствуют регулярные войска Российской Федерации, то о каких выборах может идти речь? Некоторые известные политики считают, что Запад давит на Украину, принуждая выполнять минские договоренности без гарантий безопасности со стороны России. Готов ли господин Олланд выехать на временно оккупированную территорию или агитацией заниматься, или просто наблюдать за выборами? Ключевой вопрос на Западе сейчас – это давление крупного и среднего бизнеса на политические силы, потому что, в принципе, они теряют доходы от торговли с Россией. Им выгодно, чтобы Украина как-то там себе сама варилась с этими русскими в котле, чтобы делать бизнес. В Министерстве иностранных дел говорят, что политическая часть минских договоренностей, включая проведение выборов, будет выполнена только после обеспечения безопасности в Донбассе. Украина предана минским договоренностям. Мы понимаем, что это единственный алгоритм пока для урегулирования ситуации на Донбассе. Во-первых, правильно переводить то, что говорят они. А второе, я могу сказать, что все считают здесь, в Европе, что выборы должны проходить безопасно для жителей на временно оккупированных территориях. Парламентская ассамблея Совета Европы все же решила, что выборы в Донбассе сейчас проводить невозможно. Однако вряд ли к этому прислушаются власти так называемых ЛНР и ДНР, которые к ним готовятся. Марина Ступак, Александр Бевс. В настоящее время. Киев. Объяснить, что происходит, я попросила аналитика журнала The Interpreter, который следит за ситуацией на востоке Украины, Джеймса Миллера. Война – это совершенно реальная вещь. Украинские власти заявили о своей готовности отвести тяжелое вооружение с линии фронта. Однако пока этого сделать невозможно, так как ведутся активные боевые действия. К северо-востоку от Луганска есть место, где украинская армия окружена с двух сторон силами боевиков. И если они отойдут с этой позиции на реке Донецк, которая является своего рода линией разграничения, то есть вероятность того, что ее займут пророссийские боевики. Если это случится, боевики могут начать наступление, и мы увидим повторение событий 2014 года, то есть начнется война. Украина находится в очень сложной ситуации. Она не может выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, потому что сепаратисты не выполняют своих. Но международное сообщество критикует Украину. На этой неделе в мире отмечали День девочек. Но это не праздник вроде Международного женского дня. Генеральная ассамблея ООН – инициатор события. Таким образом, пытается привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются будущие женщины. Одна из самых острых проблем – это ранние браки. В мире более 700 миллионов женщин вышли замуж до своего 18-летия. Это примерно 2 из 10 женщин. Одну из 3 девочек выдали замуж в возрасте до 15 лет. 2,5 миллиарда девочек и женщин живут в странах, где изнасилование в браке напрямую не признается преступлением. Около 70 тысяч девочек-подростков погибают ежегодно от осложнений во время беременности или при родах. Одну девочку младше 15 лет выдают замуж каждые 7 секунд. Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Белое платье невесты, счастливый жених. Ему 51, ей 12. Социальный эксперимент в Ливане чуть ли не закончился дракой. А это уже не эксперимент, а настоящая свадьба. И не в Ливане, а в Российской Федерации. И 17-летняя Луиза Голубеева грустит не потому, что выходит замуж за человека почти втрое старше ее, у которого уже есть одна жена, а потому что в Чеченской Республике такая традиция – грустить на свадьбе. По крайней мере, такую версию представили общественности. Согласно Семейному кодексу, брачный возраст в России 18 лет. Но при наличии уважительной причины в некоторых регионах, в том числе Московской области, он может быть снижен до 14. Я собрала в нашей студии эксперта, чтобы поговорить о ранних браках. Итак, обсудить проблему ранних браков сегодня я пригласила Лолу Алимову, эксперта по гендерным вопросам из Таджикистана, и Лейлу Сулейманову, руководителя Союза азербайджанских женщин из Грузии. Со мной в студии сидит журналист Умит Бабаматов. У меня первый вопрос, скорее всего, к Лейле Сулеймановой. Лейла Ханум, вы из Грузии, и прочитав статистику, я понимаю, что 14% женщин, девушек Грузии выходят замуж
замуж до 18 лет. И для меня это было на самом деле потрясением. А почему так происходит? Это все началось в 90-е годы. Мы все знаем, после развала Союза, какая ситуация была у нас в бывших советских республиках. Я имею в виду и экономическую, и политическую, и так далее, ситуацию, гражданские войны и так далее. И постепенно вот общество вернулось к практике начала 20 века, когда молодых девушек, скажем так, я бы сказала, детей выдавали замуж 13, 14, 15 лет. Для Таджикистана это тоже большая проблема. Одна из 10 девушек в Таджикистане выходит замуж до 18 лет. А что делается правительством для того, чтобы прекратить эту практику? То, что положительно было сделано правительством, это то, что мусульманский обряд нико, который делается и вот в случае с ранними браками, вот этот религиозный обряд нельзя делать без предоставления справки или свидетельства о заключении гражданского брака. Ну, конечно же, есть случаи, когда все-таки девочек в отдаленных где-то, наверное, регионах горных, где не слишком сильный контроль со стороны правительственных структур, то там, конечно же, девочки выходят замуж в 16 лет, возможно, и в 15. Я хочу сейчас просто снова вернуться на Кавказ, где, например, в Дагестане, Чечне это до сих пор остается проблемой, и предлагаю послушать нашим зрителям опрос жителей Дагестана о том, как они относятся к проблеме ранних браков. Но к этому отношение скорее отрицательно, хотя, конечно, ситуация бывает разная, бывают исключения. С точки зрения религиозного составляющего, я считаю, что ранние браки, допустимы, имеется в виду. В общем-то, ничего страшного в этом нету. Это, в принципе, сугубо индивидуально. И, в общем, да, если взглянуть на сегодняшнюю молодежь, то 14-16 лет – это не так уж и рано. Если мы говорим о таком возрастном ранге, как 13-14, то, конечно, для нашего общества это рано. Что для мальчика, что для девочки. Сейчас я задам вопрос Кумиду Маматову, журналисту. Вы, как единственный мужчина, который принимает участие в этой дискуссии, с чем связано вот такое отношение? Это виновата ли в этом религия? Или же это какие-то традиции в обществе, которые невозможно искоренить? Я не связываю вот ранние браки с религиозностью общества, людей, которые там живут. Потому что исторически сложилось, что в этих странах, в которых много детей, что делает родитель в первую очередь? Пока он жив, пока он полон сил, он старается побыстрее выдать замуж дочь. Устроить. Вот давайте сейчас спросим у Лейлы Сулеймановой. Вы согласны с этим, Лейла? Ранние браки, конечно, это не традиция, это, скорее всего, практика такая не очень-то хорошая. Меня тоже хотели родители швею сделать в какой-то момент и замуж в 17 лет выдать. Не получилось ни швеи, ни хорошей жены. Ну, знаете, конечно, от семьи тоже очень много зависит. Вообще-то и на Кавказе, и вообще во всех таких традиционных патриархальных обществах формирует кодекс поведения, общественное мнение. Ну, в регионе Центральной Азии как бы 16-17 лет это считается нормальный возраст. Конечно, в Узбекистане, например. Да, вы поговорите с девушками. За 20 лет не вышла замуж, значит, старое дело. Сами девушки стараются побыстрее выйти замуж, чтобы не остаться в старых девах, как говорят. Вот это и подталкивает даже девушек успешных, идущих по какой-то карьерной лестнице, да, добившихся чего-то, стараться выйти замуж поскорее, потому что люди говорят. Лола Алимова из Таджикистана, скажите, а как же поменять эти стереотипы? Что же делать-то? Переубедить население очень сложно, но, тем не менее, вот сейчас, на данный момент, люди сами стали понимать, потому что для Таджикистана очень сильно, очень остро стоит проблема разводов. У нас практически рушится институт семьи, и девочка даже вот 18 лет, которая выходит замуж там, или в 17 лет, она уже к 22 или к 20 годам, или к 23 годам, с 2-3, с 4 детьми, а то бывает, остается одна. Сами люди начинают понимать, что необходимо девочек обучать. Большое спасибо. На этом наша дискуссия подошла к концу. С нами была Лола Алимова, эксперт по гендерным вопросам из Таджикистана, Лейла Сулейманова, председатель Союза азербайджанских женщин из Грузии, со мной в студии журналист Убин Добаматов. Это была передача «Настоящее время недели». Я Шахида Якуб и наша пражская команда прощается с вами. Всего хорошего.